Встречаем. Главный смысл и идея Гран-при. Идем дальше. Бекулан. Сайфджан Улу Бекулан и Алмамбет Нусратилла Улу. Поехали, друзья. Второй поединок. 1/8 финала. Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мұрасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын уланты. Намысын биік сақтаған ел, табышымның тыңдап жүректе. Қадырын тұйып арықтанам мехтан өчмөчіліз. Қайратынан жанбаған, қалың елді бартаған. Егемендікті меншілер өмірін берген бізген қаншадам Приглашается его соперник Нусратилла Улу Алмамбет. Kırgız Kıpçak elimden kırılgan üçün alıp atsam, kırçıldaşıp kalmaka kızıl kırgın salıp atsam, Kurmanbek attım attangan kurusun menin dağazam, kamınalı jigitler karatanday kalmaka, ört jalınday güçmenen ötkön öçtü almaka, öksügön elden ayınan ötkön güngö men kaba, tuğan elden ubalı meni kanti uktatat, mınday işti oylansam ey, kanday batır tınış jatat ey. Yeniden жалғызы туылып, бересеге мен жеттім. Жалынды ерден белгісі, жалтанбай тосып жоп едің. Қасташқан дұшман көп екен, қалқалайлық елчедің. Туйғындарым жүрігін, дұшмандың көзін қаратпай, ту көтеріп чығалық, дүние мүлкін таратпай, убалын ойлау білгерге, uykudan bezem taң atpay, айланайын қырық жигит, аттанып шықсақ жол болсын, алдымдан жолым чаларғаң ей, қырық жигитсің жолдошым ей. Мен айтам құлақ салғыла, қырық жигитім қалғыла, ел тиреген қол келді, мен шығайын алыдына, қачырып берсе қалмақтар, арқамдан кирип барғыла, алда қылыш найзалы, қылыш башларындай, қылған жүге, ұрышар келгандай, қызығында жуған, қызыл қанды дегандай, асманда туғандай, аты шыққан чаққандай. Да, дорогие друзья, очередной поединок. Поединок номер 2. Сайфджан Улу Бексултан и Алмамбет Нусратилла Улу. Идет предупреждение и минус балл бойцу. 2 секунданта. Синий угол 2 секунданта. Поприветствуем бойцов аплодисментами. Перед вами второй бой сегодняшнего турнира Гран-при. Справа от меня боец в синем углу. Весовая категория 57 килограмм, роста 7 сантиметров. Ему 24 года. Он является кандидатом мастера спорта по боевому самбо. Профессиональный рекорд. 7 побед, 0 поражений и 0 ничья. Тренер Бекмуратов. Встречаем
Сайбджан Улубекулан. И в красном углу боец весовой категории 57 килограмм, роста 7 сантиметров, ему 18 лет. Он является мастером спорта по ММА. Профессиональный рекорд 5 побед, 2 поражения и 0 ничьи. Тренер Темирханов Мурат. Встречаем Нусратилла Улу Алманбет. Да, друзья, красный угол, ему всего лишь 18 лет. Категория 57 килограмм продолжается, друзья. Мастер спорта по ММА. 7 боев, 5 побед и 2 поражения у Нусратилла Улу Алманбета. Кстати говоря, ну и его соперник — это кандидат в мастера спорта по боевому самбо. И он идет без поражений. 7-0 у него. 7 боев, 7 побед, 0 ничьих и 0 поражений. Из клуба МТМ. Тренер Марат Бекмуратов. Первый раунд. Сейчас давайте посмотрим на поединок двух бойцов. Кстати говоря, у обоих рост 1,70 м. Вот красный угол. Это у нас Нусратилла Улу. Синий угол Сайбджан Улубекулан. Поехали, друзья. В центре октагона начинается бой. Посмотрим. Ну, разница в возрасте имеется. Аж 6 лет, 24 года. Бекулану, Алманбету всего лишь 18 лет. Ну и в 18 лет в самом масштабном гран-при на и легчайшего веса выступает Алманбет. Давайте посмотрим, как он подготовился к этому турниру. И как его подготовил лично Мурат Темирханов. Его личный тренер, кстати говоря, занимается в клубе Разакова. Алманбет Нусратилла Улу попадает вот здесь боковой сильный удар. Сайбджан Улубекулан. Хороший, четкий, плотный удар. Ух, идет вперед сразу же и пытается перевести соперника в партер. И у него это получается сделать сейчас. Алманбет Нусратилла Улу сумел соперника перевести. Неплохо у него получается сейчас. Ну и вот здесь сверху находится Бекулан. Блокирует руку. И вот сейчас на болевой прием на ногу. Хотя не получается это сделать. Такой образцовый грэпплинг сейчас показывают бойцы. Получится ли ему взять шею сейчас в этом положении? Нет, не удается. Пока все очень напряженно, нервозно получается. Здесь положение достаточно удобное. Есть и можно сейчас... Ой, красиво. Закрывает гард и вот зажимает соперником. Здесь Нусратилла Улу. Время идет, остается 1 минута до конца первого раунда второго боя 1/8 финала. Ну, понятно, что это на и легчайшей своей категории, и здесь не так часто, возможно, будут у нас нокауты. Но много будет вообще активной борьбы, много будет активного боя, я считаю, потому что, с одной стороны, у нас прекрасная школа борьбы имеется. В основном наши представители ММА являются базовыми борцами во многом. Но, тем не менее, в последнее время с развитием мирового ММА и в нашей стране также появляются целые школы ММА. И, конечно,
ММА перестал быть тем местом, в котором собираются Закончился первый боксер раунд. с борцом, там, каратист с тэквондистом. Это уже место, где настоящие профессионалы выходят. Представители ММА. Да, друзья, раунд окончен. Секундантам запрещается выливать воду в октагон. Был очень ровный раунд. В принципе, мы увидели сейчас разведку некую в исполнении того и другого спортсмена. Я думаю, вся основная партия, скажем так, начнется во втором раунде. Второй раунд. Раунд номер 2. Бонибекулан Сайбджан Улу и его соперник Алмамбет Нусратилла Улу. Ну а здесь очень опасно работает сейчас Алмамбет. Не дает Сай своего соперника сейчас. Боец здесь. Я думаю, рефери должен поставить бойцов на ноги, да. После пары таких моментов, я думаю, он должен это сделать, но решил дать соперникам возможность в таком положении провести секунд 10. Удар с разворота сейчас. Попадает вот здесь сейчас боковой удар и попытка перевода, но гильотина там. Нет, вырывается боец. Хотя была хорошая попытка взять гильотину сейчас. Потихоньку сейчас боец переворачивается, смотрите, и выходит на очень выгодное положение. Отсюда нужно постараться что-либо придумать. Нельзя хватать сетку. Ни в коем случае. И вот сейчас добивание не срабатывает. И снова перевод. Хорошая борьба сейчас происходит. Достаточно уверенно и зрелищно бойцы проводят бой в партере. Тут в открытом гарде, конечно, сейчас нужно будет уходить под соперником. И просто отталкиваясь, не давать сопернику работать, и тогда рефери может поставить бойцов на ноги. Ну, это один из сценариев. Ну и сейчас на армбар, и потихоньку уже сейчас начинает тянуть на себя руку. Нет. Освобождает за перчатки. Выгодное положение было, но из этого состояния забрать
этот армбар забрать болевую на руку не удалось сейчас. Закончился второй раунд. Раунд номер 2 окончен, и пока что не совсем в этом бою все понятно. Я думаю, многое будет решать именно третий раунд, потому что достаточно близкий бой проводят файтеры. В первом раунде, в первом бою было видно, только Арген превзошел Арета Бекишева. Ну, а здесь это не совсем понятно. Третий Так, раунд. третий решающий раунд. Третья четырехминутка. Именно после нее станет понятно, кто же окажется победителем в этой паре и выйдет в 1/4 финала, где их встретит Арген Маратбекулу. Нужно работать, конечно. Идет вперед. Попадает, Владимир, попадает кросс. Ну и пытается сейчас перевести соперника. И вот так сам уже здесь боец в синем углу ложится. Хотел все-таки, наверное, выйти на гильотину. Не получается у него это сделать. Бекулан Сайыпчан Улу и Алмамбет Нусратилла Улу сейчас работают здесь. Опасное положение, но отсюда возможно, в принципе, выйти. И Нарер на кичок потихоньку пытается выйти, хотя очень было сейчас опасно, но тем не менее. Это всего лишь первый бой, друзья, бойцов. Дальше сложнее, потому что дальше боец будет уже уставать. И за небольшое время нужно будет успеть восстановиться. Мне бойцов поставили на ноги, хорошо. Потому что в том положении, в котором они были, не все было ясно. Так. Идет вперед сейчас Алмамбет. И еще активно, то есть с этими ударами заходит здесь боец, но пытался пройти в ноги, перевести. Не так все получается сейчас успешно здесь. Ну и вот это положение выгодное для Гранд энд Паунда. Отдает спину и пытается уйти. Но, тем не менее, это очень неудобное положение.
Но рефери сейчас внимательно смотрит. Затем, какие удары наносит боец. Все. Раунд окончен. Вот Бой так. окончен. Друзья, хороший бой сейчас показали бойцы. Очень равный, близкий получается он. Ну и сейчас мы узнаем решение судей, в чью сторону они будут отданы. Хороший поединок. Я думаю, что для Аргена Мартбекулу действительно будет неплохой соперник, победитель этой пары. Не так сильно даже бойцы вспотели, как мы видим. Так, ждем решения. А в этом бою со счетом 2-1. И снова раздельное решение. Нусратилла Улу. Ну и Нусратилла Алмамбет побеждает в этом противостоянии. Сейчас счет 2-1. Судьи сейчас разошлись во мнениях. Ну и сейчас здесь Алмамбет выходит в следующий этап, где будет бороться с Маратбеком Улу Аргеном.